ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії Георгій Спасококоцький. В Росії збираються посилити покарання за визнання Криму окупованою територією. Такі поправки до Кримінального кодексу країни були внесені в Держдуму 8 липня, передають РІА Новості. Кримінальний кодекс пропонується доповнити статтею, згідно з якою порушення територіальної цілісності Росії або відчуження частини її території, до якої в Росії відносять і окупований Крим, буде вважатися екстремізмом. Такі дії будуть каратися позбавленням волі на строк від 6 до 10 років. Документ можуть ухвалити до кінця липня. Чому в Росії хочуть посилити покарання для тих, хто відстоює міжнародно визнану правову позицію по Криму, та якими можуть бути наслідки ухвалення такого рішення? Про це будемо говорити сьогодні. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Ескандере, раніше перший заступник голови комітету Держдуми Російської Федерації по обороні Андрій Красов заявляв, що внесення до Конституції Російської Федерації поправки про територіальну цілісність необхідні, оскільки російських громадян хвилюють питання приналежності Росії Курильської гряди, Калінінграду і окупованого Криму. Я не знаю, як там на Сахаліні, в Калінінграді, наскільки там переймаються місцеві росіяни перспективою Калінінграду повернутися в Німеччину, а Курилам в Японію. Давайте щодо Криму поговоримо. Як ви думаєте, для чого були, по-перше, ці правки в Конституцію? І про що свідчить оце посилення кримінальної відповідальності, яке пропонують? В первую очередь, вы правильно заметили, я как раз хотел об этом сказать, что или обратить внимание наших телезрителей на то, что вы видите конкретные действия страны-агрессора. То есть не только относительно Крыма, но и в целом именно, и в первую очередь относительно Крыма. И это продолжается на протяжении с 2014 года, когда они системно и очень быстро, оперативно меняют свою, скажем, и вносят изменения в Конституцию, и меняют законы, создают специальные органы для того, чтобы на своем уровне максимально быстро решить все вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма и оккупацией Крыма. Поэтому вот здесь почему и 8 июля был внесен законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремистской деятельности, это как раз-таки исполнение одного из пунктов, внесенных, а их около 200, мы об этом тоже знаем, связанные с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации. И как раз-таки сразу же после проведения так называемого всеобщего голосования, которое незаконное, понятно, что все международное сообщество не признает, и многие страны, и в том числе Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, делали заявление, что проведение подобного так называемого референдума, хотя его и референдумом назвать нельзя, потому что по критериям ОБСЕ там не было возможности ни контроля, не было возможности, скажем, свободного осуществления этих процессов. Тем более мы знаем и зафиксировано, что с ящиками от обуви бегали и собирали, и по телефону собирали, так сказать, голоса. И поэтому мы видим первые уже шаги. И что касается данного законопроекта, то вы назвали как раз, что это будет вноситься, таким законопроектом будет вноситься дополнение в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 280.2. То есть, вот, к примеру, почему мне, скажем, близко эта статья, потому что в отношении меня оккупационные суды приняли решение, объявили заочно арест и в розыск по статье 280.1. То есть точка 2, и не было такой статьи даже в Уголовном кодексе Российской Федерации. И называется «Нарушение территориальной целостности России». А что касается меня, то как раз оно называлось, что призывы через средства массовой информации к нарушению целостности Российской Федерации. Поэтому я не исключаю, после того, когда внесутся изменения в Уголовный кодекс, то через некоторое время они, в том числе и в отношении меня, может, переквалифицируют как раз-таки
мое уголовное производство. До речі, і также, я перепрошую, пане Іскандере, і Микола Семена, журналіст кримський, теж був засуджений за цією ж статтею, якою вам інкримінують. Він отримав тоді 2,5 роки. Семена, але вже з більшими термінами ув'язнення. Так, то есть мы видим, как они усиливают эти статьи. И возвращаясь к вашему вопросу, ведь в этих 200 поправках есть элементы, где четко обозначается, что якобы на территории Российской Федерации Конституция Российской Федерации имеет предпочтение над международным правом. И поэтому, во-первых, эти процессы, с одной стороны, они нарушают все эти международные договоренности, на основании которых и строилось международное право, и в первую очередь, конечно, всеобщая декларация прав человека и последующие конвенции и так далее на основании данного основного закона, основного международного биля, да. Поэтому здесь в этом случае это целенаправленная политика на то, чтобы в первую очередь на территории Российской Федерации были во всяком случае ограничены или были запуганы в первую очередь все люди, которые могут говорить о Крыме, Калининграде, Курилах. Ну и, конечно же, это в первую очередь связано с Крымом. А от дивіться, не просто люди будуть залякані, пане Іскандере, не просто люди будуть залякані. От слухайте зараз вішенку на тортик. Співголова робочої групи з розробки поправок до Конституції Російської Федерації і голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішес в інтерв'ю РБК зізнався, що ці поправки до Конституції потрібні, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні. Цитата. «Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, яким Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні». Тобто, таким чином залякують не просто людей, а навіть якщо президент Росії або прем'єр-міністр Росії почне такі переговори серйозно, то вони можуть опинитись від 6 до 9 років в ув'язненні. Таким чином виходить. В отношении посадовых лиц Российской Федерации могут завести открытую карну справу, да, уголовное дело. Я как раз к этому хотел перейти, что они уже пошли дальше, и они закладывают это, чтобы максимально, скажем, закрыть вопрос или закрыть тему Крыма. И поэтому здесь, однозначно, что это внутри российские действия, это ограничивает любые эти действия на международном уровне, и таким образом это может повлиять на, как у нас здесь в Украине принято говорить, что мы говорим о переговорных процессах, о платформах, какой формат и так далее. То есть таким образом они обрезают вообще участия представителей Российской Федерации, официальных лиц в каком-либо формате в отношении вопроса Крыма. Будь-який формат нівелюється таким чином, в якому бере участь російська делегація. Да, и Калининград однозначно, да. Потому что и других территорий, если даже взять, когда мы говорим о балтийских странах, об Эстонии и так далее, потому что у Эстонии тоже есть претензии в отношении к Российской Федерации в отношении захваченных, оккупированных территорий. І Японія теж вважає Куріли своєю територією абсолютно справедливо. Про Кенігсберг, який Калінінградом раптово став, тут, звичайно, взагалі питань нема. Да, и я думаю, еще это дает определенные, скажем, предпосылки к тому, что в будущем Российская Федерация, возможно, и те территории, которые, допустим, скажем так, как замороженные конфликты, в данном случае, когда в Украине мы говорим о Донбассе, да, или там, допустим, территории Грузии, или там Молдовы и так далее, когда, в принципе, дальнейшие действия Российской Федерации будут аннексировать эти территории, то, соответственно, дальше будут, закрыты темы, потому что здесь это все начинает быть, это уже вопрос Конституции Российской Федерации.
то есть дает определенные предпосылки для дальнейшей агрессии Российской Федерации. Ну, чи буде анексувати і включати ці території, там, наприклад, як Абхазію, да? Є такий діяч російський, Захар Прилєпін, можливо, про нього знаєте. Так він заявив, що треба терміново Абхазію невизнану включити в Російську Федерацію. На що парламент невизнаної Абхазії йому в достатньо різкій формі відповів, що там Росія наш стратегічний партнер, але, ну, вибачте, ми незалежна держава, ідіть, так би мовити, гуляйте лісом. Але інше питання. Чому терміново ухвалили ці зміни до Конституції? Чому посилюють кримінальну відповідальність, якщо хтось там з урядовців російських або навіть сам президент почне переговори і буде казати, що Крим – це Україна, треба повернути. Да? Для чого? Що відбувається в самій Росії? Що є якісь передумови для того, щоб в російському естеблішменті, в Кремлі хтось почав такі переговори і віддав Крим Україні? Чому? Для чого посилювати це? Вони ж так, ну от Кремль всі 6 років казав, ні, Крим – закрите питання. Для чого вони зараз посилюють кримінальну відповідальність? Є якісь передумови чи що? Я думаю, что вот в отличие от Украины, как я уже говорил в начале нашей передачи, я говорил о том, что у них есть четкая, целенаправленная стратегия, и они придерживаются ее. И понятно, что они как раз-таки и, по сути дела, когда мы говорим, опять же, о том всеобщем так называемом голосовании, это же был больше такой вот посыл как для граждан Российской Федерации, так и для международного сообщества. Ведь на самом деле те изменения и поправки в Конституцию, они уже с так называемой юридической стороны были уже проведены. И здесь им нужно было закрепить даже не столько с юридической стороны с помощью всеобщего голосования, а закрепить именно как настоящий условно плебисцит, да, хотя мы понимаем, это противозаконные были действия. И таким образом закрепить изменения в Конституцию, эти поправки, для того, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Поэтому здесь мы видим, и на основании вот этих внесения поправок в Конституцию еще будут приниматься вноситься ряд законопроектов для того, чтобы привести в соответствие с Конституцией Российской Федерации законодательную систему Российской Федерации. И поэтому мы еще будем в ближайшее время ожидать внесения ряда законопроектов, связанных со всеми этими 200 поправками. Поэтому нам вот в этом плане, конечно же, вот по оперативности, по последовательности и по четкости действий, наверное, я бы даже сказал бы, украинскому политическому истеблишменту нужно было бы поучиться. Потому что из года в год, вот, к примеру, мы говорим о принятии закона о коренных народах, а при всем том у нас остается открытым этот вопрос, хотя 20 марта 2014 года было принято постановление, в котором было четко поручено принять, законодательно урегулировать этот вопрос. Собирались и слушания, круглые столы комитетские, был план в соответствии, план действий по реализации стратегии в сфере прав человека, где еще до 2016 года, до 4 квартала было поручение для Министерства культуры Украины разработать законопроект. Но уже 2020 год у нас до сих пор нет закона о коренных народах. Дивіться, а закон, пане Іскандере, а закон про корінні народи, яким чином яку роль він може відігравати в деокупації Криму? Дело в том, что когда мы говорим о законе о коренных народах, то мы четко обозначаем и ставим в первую очередь, первое, это под сомнение, не только под сомнение, с юридической стороны подтверждаем, что имел право на самоопределение исключительно в соответствии с международным правом, исключительно коренной народ. Это крымско-татарский народ. Кроме того, здесь идет речь о том, что сегодня Российская Федерация всячески пытается
исключить возможность признания крымско-татарского народа коренным народом. И, кроме того, даже на всех международных площадках пытается отрицать или противодействовать тому, что когда мы заявляем, что крымские татары – это коренной народ Украины. И таким образом мы укрепляем наши позиции и на всех международных площадках, в том числе и в международных судах, мы четко говорим о нарушении международного права и дискриминации, в первую очередь, коренного народа, по отношению к которому проводятся и репрессии, и нарушение права на пользование природными ресурсами, полезными ископаемыми, биологическими ресурсами и так далее. И это дает нам серьезное основание оказывать давление на Российскую Федерацию для того, чтобы продолжалась санкционная политика международного сообщества і, соответственно, западних стран. Ну і у нас і досі нема якоїсь концепції реалізації цієї державної політики в сфері дотримання прав корінних народів, да, на даний момент. Ну тоді я не дивуюсь, що у нас і досі немає стратегії деокупації Криму, наприклад. Конечно. Вот в этом-то вся и суть. К сожалению, у нас в стране чиновники много заявляют и говорят, что якобы есть закрытая или должна быть открытая часть. Да уже хоть какая пусть будет на самом деле. Но по сегодняшний день, 6-й год уже оккупации Крыма, и по сегодняшний день нет стратегии деоккупации и реинтеграции как Автономной Республики Крым и города Севастополя, так и восточных, заоккупированных частей востока Украины. На телеканалі «Мілет», це на окупованій території, окупантами сформований такий був з кримських татар, яких вдалося схилити до співробітництва з окупаційним режимом, телеканал. Да, ви, мабуть, знаєте, телеканал «Мілет». На ньому цими днями відбуваються обшуки, 12 співробітників звільнились. Що відбувається? Проголосували правки до Конституції, взялись за телеканал «Мілет», абсолютно лояльний до окупаційної влади. Ну, крім тих арештів нелояльних, скажімо так, до окупаційної влади кримських татар, які відбуваються. Ось знову ж 7 людей затримали. А чим канал «Мілет» не вгодив? Вы что знаете? Но дело в том, что на самом деле сам канал «Милет», он создавался оккупационной властью в противовес, скажем, для того, чтобы занять нишу и демонстрировать международному сообществу, что нет проблем у крымских татар, второй язык государственный на территории так называемой Республики Крым, крымско-татарский, вот, пожалуйста, есть телеканал «Милет» и так далее. Хотя мы понимаем, что на телеканале «Милет» там работала та часть сотрудников, которая должна была четко выполнять поручения Федеральной службы безопасности, то есть ФСБ Российской Федерации, для того, чтобы, соответственно, вести ту пропаганду среди крымско-татарского населения, которая выгодна оккупационным властям. На самом деле «Милет» так и не стал популярным телеканалом среди крымско-татарского народа, и крымско-татарский народ на оккупированной территории практически не смотрит данный телеканал. Ну и, кроме того, эти все процессы я бы связал больше даже с тем, что, ну, во-первых, нужно четко понимать, что оккупационная власть пытается заигрывать с нашими соотечественниками, и если даже сравнить с «Милетом», то за это время те чиновники, которые приняли позицию или начали поддерживать Российскую Федерацию, многие из них уже оказались не у дел. Ну, либо власне, їх уволили, я перепрошую. В них ввели уголовне производство. В 2014 році, наскільки я пам'ятаю, із Меджлісом намагалась окупаційна влада налагодити. Так. Як це виглядало? Но на самом деле тогда они также пытались наладить контакты с Меджлисом крымско-татарского народа. Они выбрали посредников, и в первую очередь посредниками были это президент Татарстана и Башкортостана. Кроме того, те места компактного проживания, где в процентном соотношении больше проживают крымских татар, это Бахчисарайский район и Белогорский район. Соответственно, взяли шефство Башкортостан, Белогорский район и Татарстан, Бахчисарайский район. Ну и пытались вести переговоры с членами Меджлиса.
и в том числе пытались организовать ряд встреч. Поэтому понятно, что в Меджлисе в самом у нас была очень бурная дискуссия, как себя повести, но я был одним из жестких сторонников того, что нам ни в коем случае нельзя идти на уступки, потому что действительно оккупационная власть на тот момент начала предлагать, что будет разработана Конституция, что будут предусмотрены права крымско-татарского народа, что в этой Конституции будет предусмотрена квота крымских татар в так называемом парламенте так называемой Республики Крым. Но и в том числе они пытались и добивались того, чтобы Меджлис рекомендовал своих представителей в структуры оккупационной власти. И я тогда четко говорил о том, что для них важно не те люди, которых мы рекомендуем, а важно решение Меджлиса в этом вопросе. И поэтому мы, ряд членов Меджлиса, очень жестко стояли на той позиции, что мы должны все-таки, мы представительный орган целого коренного народа. Понятно, мы должны учитывать, что мы не должны допустить кровопролития, но с другой стороны, мы должны четко придерживаться позиции. Тем более, исходя из истории взаимоотношений с Россией, крымские татары только страдали. И поэтому моя позиция была такая, что да, для крымских татар, может быть, будет и тяжело, но в том числе у крымских татар есть шанс стать, скажем, известным и стать субъектом в международном праве. И нас начнут больше говорить, и нас начнут больше поддерживать, если мы будем придерживаться основных, скажем, направлений международного права. И я все-таки считаю, что подавляющее большинство Меджлиса крымско-татарского народа все-таки осталось на этой позиции. Мы 15 марта 2014 года сделали обращение к Верховной Раде Украины и всему украинскому народу, на основании которого и появилась постанова Верховной Рады Украины о заявлении о защите прав крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Что, в принципе, дальше и должно было дать предпосылки для дальнейшей такой вот последовательной правовой деятельности нашей страны для оказання давлення на Російську Федерацію, в тому числі і прийняття закону корінних народів. Пане Іскандере, ви сказали, що кримські татари в стосунках з Москвою завжди страждали. Ну, мені чомусь зразу пригадалося такий епізод, як кримські татари з українськими козаками приїхали і спалили Москву. Двічі. Так. Ну, але діємо, да, в межах міжнародного права зараз. Що ж... Дело в том, что, если можно, да, вот как раз-таки один из аргументов в том числе и был тогда, что когда мы вместе с украинцами объединялись, то мы могли противостоять агрессии северного соседа. Говорю, агрессии. Не дружбе, а агрессии северного соседа. И поэтому как раз-таки для нас очень важно было, что наш основной союзник, с которым мы много лет проживаем вместе, и у нас есть определенные исторические совместные победы, украинцы, мы как раз-таки и должны украинцам в эти сложные моменты украинцев поддержать, и с другой стороны украинцы могут стать, скажем, превратить 300-тысячный народ, я публично неоднократно говорил, 40-миллионный крымско-татарский, скажем, народ и оказывать поддержку позиции крымско-татарского народа. Ще один такий аспект проблематики корінних народів. Був такий російський проєкт «Новоросія», який так і не став Новоросією, вийшло ЛДНР. Так от, сьогодні Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації, заявила, що так звані ЛДНР повернуться як звичайні області невдовзі в Україну. Ну, власне, в цих штучних утвореннях місцеві ватажки цю заяву ніяк не прокоментували, але враховуючи те, що 6 років там в місцевих школах викладали, що от народ Новоросії – це корінний народ Донбаса. А як ви бачите державну політику України при реінтеграції от з таким корінним народом? Смотрите, вот дело в том, что вся проблема в том, что
как в украинском обществе, так и в украинской как экспертной среде, так и в политикуме не совсем есть четкое понимание, кто такой коренной народ. Вот поэтому нам и важны в Украине, вот вы когда задавали вопрос, да, чтобы у нас были внесены изменения в закон о национальных меньшинствах, потому что в Украине действует закон аж с 1992 года. Он уже морально устарел. Международное право движется вперед. И, соответственно, принять закон о коренных народах. Вот как раз-таки в том проекте, который предлагаем мы говорим четко, в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов, что коренным народом может быть только тот народ, который сформировался на территории данного государства, и по каким-то историческим моментам или процессам его территория оказалась в составе этого государства. Когда данный народ не имеет другой своей государственности материнской, он может тогда относиться к коренному народу. И когда этот коренной народ сформировал свои представительные органы и заявил о том, что он является коренным народом. Так вот, в Украине почему? На самом деле в Украине могут претендовать всего несколько народов на статус коренных народов. Это крымские татары, караимы, крымчаки и греко-тюрки, это урумы. А все остальные это национальные меньшинства. Да, может быть, это связано с определенными геополитическими процессами, когда, возможно, какая-то территория оказалась в части Украины, но у этих людей, или эти люди переехали или эмигрировали в связи с историческими процессами, вот у этих людей, у этих народов, у них есть материнское государство, будь то венгры, будь то румыны, будь то русские, они являются в Украине национальными меньшинствами, потому что у них есть государство Россия, Венгрия, Румыния. А коренным народом может считаться только, как я уже сказал, крымско-татарский народ, караимы, крымчаки. Но, опять же, мы в нашем законопроекте пишем о том, что в первую очередь нужно пройти процедуру, чтобы быть признанными коренным народом. Как это сделал крымско-татарский народ? Крымско-татарский народ создал свои представительные институты, Меджлис и Курултай. Крымско-татарский народ был признан коренным народом постановлением Верховной Рады Украины. Вот в любые, все другие коренные народы, которые могут быть отнесены или к статусу коренных народов, вот должны пройти все эти этапы. И тогда они будут считаться коренными народами. Поэтому ЛНР, ДНР, там, я не знаю, Бессарабская республика или всякое такое, там, что они еще могут придумать, это проекты России. И российские проекты для того, чтобы расчленить Украину и таким образом влиять непосредственно как на политику Украины, а может быть и проводить дальнейшую экспансию в отношении Украины. И поэтому здесь мы неоднократно говорим, что в 1991 году были все предпосылки к тому, чтобы восстановить именно автономную республику в Крыму, в связи с тем, что на этой территории сформировались коренные народы, и они возвращаются с мест депортации. В частности, мы говорим о крымских татарах. И поэтому в связи с этими предпосылками и должна была быть автономная республика Крым именно по национально-территориальному признаку, только из-за наличия коренных народов. А, к сожалению, тогда сделали по административно-территориальному признаку, и это дает все предпосылки для построения вот таких проектов, как ЛНР и ДНР. И поэтому сегодня украинский законодатель, украинское экспертное общество должны сделать все, чтобы в том числе внести изменения в Конституцию Украины, в частности, в 10 раздел, и раз и навсегда забыть о административно-территориальных автономиях, как автономная республика Крым. То есть автономная республика Крым должна быть автономией или национально-территориальной автономией не только по национальному признаку из-за наличия и защиты коллективных прав коренных народов. Ну що ж, пане Іскандеро, бачу, корінному народу Новоросії нічого не світить в цьому контексті. Ну, власне, правда, Смотрите, извините, я вас перебью, здесь вот как раз-таки это вообще некорректно говорить о коренных народах Новоросії. Це був сарказм потому что... з мого боку. Да.
потому что коренной народ, это, вы понимаете, вот таким образом, я бы даже не допускал бы подобных сарказмов, потому что Россия пытается на этом играть. Россия будет разыгрывать определенные карты через это и на Западе, на Западной Украине. Поэтому вот я и на совещании, которое... Пане Іскандере, перепрошую, у нас закінчується ефір. Дякую, що взяли участь в нашій програмі. Це була програма «Тема дня Крим». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Всього найкращого.